Здравствуйте, уважаемые телезрители! Традиционно мы с вами находимся в пищевой лаборатории кафедры технологии продукции организации общественного питания Кыргызского государственного технического университета на рубрике «Муну билю пайдалу». Уважаемые хозяюшки, это касается, наверное, не совсем опытных, молодых, особенно хозяек, когда в доме происходит, даже бывают ссоры из-за того, что нету мяса, нету тамак. Особенно из-за нашей, наверное, кыргызской семьи это у всех происходит. Нету мяса. Не надо мяса, просто из простых продуктов. Если в доме есть одна морковка, если есть один лук и одна капуста, можно приготовить великолепные борщи, великолепные супы просто на водной основе. Сегодняшняя тема посвящена приготовлению супов. Помогать мне сегодня будут наши студенты. Это Маршалова Улкан и Белекова Марина, студентки 3-го курса нашей кафедры, нашего факультета. И я, старший преподаватель кафедры технологии продукции общественного питания Аширбекова Гульнара Бектоевна. Девочки-помощницы заготовили уже сырье, то есть нарезали капусту, почистили, нарезали овощи, приготовили бульон. Почему мы выбрали именно эту тематику? Потому что приготовление супов – это целое искусство. Супы – это полезная составляющая питания человека. Особенность приготовления супов мы хотим показать на примере борща. Мы постараемся вам сегодня показать все технологические секреты и правила приготовления этого супа. Для начала борщ относится к заправочным супам. Слово «заправочное» происходит от слова «заправка», то есть супы, которые заправляются овощной пассировкой. Надо сначала разделить бульон на 2 порции. Да? Предварительно бульон был приготовлен костный. Для его приготовления используются обыкновенные говяжьи кости. Вообще супы готовятся либо на костном бульоне, на мясо-костном бульоне, и бывает на водной основе, на воде. И считается, что большинство, особенно кыргызских хозяюшек, говорят, что как можно приготовить суп на воде? Это же просто будет невкусно и не полезно. Отнюдь. На воде можно приготовить великолепный суп, единственное соблюдать есть технологию. Для начала девочки должны, Марина, Улкан, одна из вас готовьте пассировку, овощную пассировочку, а кто-то из вас пока приготовьте картофель. Картофель будем нарезать либо брусочком, либо кубиком. В данном случае давайте нарезаем его кубиком, да? Улкан, ты нарезай картофель. Замечательно. А Марина, ты должна приготовить пассировку. Для того, чтобы приготовить пассировку, надо взять сковородочку отдельно. В обычную сковородочку наливают немножко растительного масла. Что такое пассировка? Это спассерованные овощи Отличается пассировка от жарения тем, что в малом количестве масла и непродолжительное время. Пассировка считается одним из самых щадящих режимов, когда в овощах сохраняются все питательные вещества и витамины. Значит, масло разогрелось, подогрелось масло, наверное, можно бросить лук. Да. Лук надо спассеровать до состояния, пока она не станет золотисто-прозрачного цвета. Вот тогда только лук приобретает свой аромат, при этом остается полезным. Если его пережарить, он у вас будет некрасивый в супе. Если его не допассеровать, он у вас будет вареный. Поэтому процессу пассерования надо уделить особое внимание. От этого зависит качество и вкусовые свойства вашего супа. Лук у нас готовится, просто хотелось бы подчеркнуть, почему мы выбрали борщ, потому что многие хозяйки обращаются и говорят, у нас борщ получается бледный. Как сделать так, чтобы борщ получился такой малиново-красный оттенок, который готовят в точках общественного, подают в точках общественного питания, в ресторанах, в кафе. Вот мы сегодня моими помощницами постараемся вам это все доступно объяснить. Пока Марина обжаривает, пассирует лук, Улкан натерет свеклу. Терочка выбирается не совсем мелкая, размер терочки.
Кстати, пока, наверное, Улкан будет тереть свеклу, я положу картофель. Картофель я поделю на две части, потому что у нас будет два вида борща, которые можно приготовить двумя способами, правильнее будет сказать. Половину картофеля я уже опущу в бульон, который мы разделили на две части. Достаточно, достаточно. Вот этого количества нам будет вполне достаточно. Марина закончила? Ну вот у нас уже лук подошел. Вот такого цвета он примерно должен быть, золотисто-прозрачного цвета, полностью размягченный. Вот он приобрел такую золотистую консистенцию мягкости. Он уже подсушился, или как сказать, подколеровался, что ли. Вот таким вот образом. Теперь мы добавляем, Марина, морковь, да? Пол количества моркови. Спасибо. Вот то, что сейчас готовит Марина, это и называется суповая заправка. К любому супу, который готовится правильно технологически, я рекомендую сначала приготовить саму заправочку, а потом готовить сам суп. Исконно кыргызы, вот мы вели кочевой образ жизни и готовили пищу, мы тоже готовим супы. Традиционно супы готовились в силу наших кочевых образа жизни в одном казане. Поэтому у нас получалось, мы жарили сначала мясо, потом бросали овощи. Как и сейчас хозяйки проводят, мясо жарят, потом бросают лук, потом морковку, потом перец, потом все это варится час, потом добавляется картофель и основной продукт, и крупа, макаронные изделия. В итоге вместо полезного супа мы получаем просто, может быть, вкусный, но с питательной точки зрения пустой суп. Мы получаем просто клетчатку, наверное, мертвую. Поэтому, когда обращаются, говорят, вот как правильно питаться, мы стараемся объяснить, что готовьте побольше супов. Супы на воде, на обычной воде приготовить суп, это реально, это доступно, это дешево, но самое главное, это полезно, что немаловажно вот в зимний период. Все, да? Вот теперь у нас морковка подошла. Улкан у нас уже свеклу нашинковала. Вот мы теперь добавляем к этой пассеровочке свеклу. Свеклы много не бывает в борще, поэтому свеколку можно добавить. Так, картофель у нас здесь варится. Мы, наверное, картофель ко второй тоже положим, да? И для второго борща. Мы положим, наверное, и сюда, чтобы уже картофель варился. Вот в момент, когда свекла у нас размягчилась, тут можно показать, что да, она размягчилась, да? Надо добавить просто томатную пасту. Спассеровать вместе с овощами томатную пасту. Томатная паста спассеровалась. Зажарка приобрела малиново-красный оттенок, но самый важный момент, что мы хотели подчеркнуть, чтобы цвет свеклы не потерялся потом в процессе тепловой обработки, потому что свекла, она сейчас будет красная, но в кислой, чтобы сохранить цвет свеклы, надо создать кислую среду. Для этого мы добавляем, желательно, конечно, лимон. Ну, вот у нас есть тут обыкновенная уксусная эссенция. Мы ее сюда добавим в количестве, чтобы была кислая среда. Вопрос, сколько можно добавить уксуса? Ну, это как сказать, если 9%, допустим, 9% столовый уксус, то не больше чайной ложки. Вот на объем, который мы сейчас сварим, это будет где-то 2-3 порции борща, нам хватило бы 1/4 часть чайной ложечки. Чтобы уксус не отдавал кислотой, обычно в пассеровку борщовую добавляют обыкновенный сахар, потому что, чтобы перебить вкус кислости. Ничего такого прям... Ну и по технологии, в принципе, вредности здесь абсолютно такой нет, которые прям говорят, что это вредно. Если боитесь пользоваться уксусом, можно пользоваться обыкновенным лимоном, соком лимона. Вот такая среда создаст условия, что свекла, которую вы добавите потом в борщ, она у вас
не посветлеет. Что мы потом продемонстрируем? Картофель почти дошел. Добавим капусту. Потому что вообще некоторые хозяюшки предпочитают капусту варить раньше, чем картошку. То, что она готовится дольше. Но это, наверное, от сортности зависит. Разница, мы сейчас приготовим здесь борщ, который будет заправляться пассеровкой. А этот борщ у нас приготовится, когда мы заправим просто пассеровку луково-морковную, и в конце есть способ, когда заправляется отварной, предварительно заготовленной свеклой. Улкан, свеклу пока натирай. Мы специально взяли два способа приготовления борща. Второй способ приготовления основан на том, что это же суп заправляется предварительно отваренной свеклой. Нашинкованной отваренной. Девочки уже отварили свеклу, вот она сейчас нашинкует эту свеклу. Вот в этом варианте можно... Улхан, давай сделаем на мелкой терке, потому что некоторые не любят, когда свекла крупная, а на мелкой терочке она даже ее не будет видно, но сам суп получится насыщенно малинового цвета, как многие у нас любят. Солить супы надо в самую последнюю очередь за 5-7 минут до готовности. Да, хватит, достаточно, можешь убрать. Так, теперь мы опускаем во второй вариант. Марина, эту капусту туда, во вторую. Угу. В этой кастрюле у нас мы уже закинули сюда капусту. И мы будем приготавливать ее с заправкой. А здесь будет использоваться свекла вареная для заправки. Как было отмечено выше, борщи можно приготовить на костном бульоне, на мясо-костном бульоне и просто обычной воде. Вкус особо не отличается. Единственное, по питательной ценности, может быть, бульон более ценнее будет. Но если приготовить правильно по технологии, борщ, приготовленный на воде, ничем не уступает борщам, приготовленным на костном бульоне. Вот сюда выложу эту пассеровку и начинаем морковно-луковую. Еще раз. Готовность картофеля определяется кто-то на вкусовые. В принципе, можно ее проверить по тому, как она разламывается на зону. Все, картошка у нас готова. Теперь можно опускать заправку, борщевую заправочку. Вот у нас Мариночка опустила борщевую заправку. Подождем буквально 5-7 минут, пока она у нас тут даст цвет, даст свой аромат. За это время девочки наружу приготовят. Кто-то любит борщ, но вот классический, не знаю, вот большинство любят с чесноком. Если вам чеснок не нравится, вы можете не добавлять. Но в данном случае девочки решили, давайте добавим чеснок и зелень. Чеснок и зелень, девочки, пока готовьте. Вот в этот момент, когда готовится зелень и прочее, необходимо добавить в борщ лавровый лист, который дает определенный аромат борщам. Он великолепно сочетается в борще. Раньше закидывать лавровый лист не рекомендуется, потому что он будет отдавать потом горечью. Нам нужно взять просто с листьев лаврового листа весь аромат, просто аромат. Если его перекипятить, добавить его раньше, он будет у нас горчить. В данном случае у нас получилось так, что у нас бульон или водичка в жидкость выкипела, и борщ получился слишком густой. Вот я просто продемонстрирую. Он наваристый, великолепный, но густоватый. Просто добавляем чуть-чуть кипяченой воды, чтобы разбавить ее до нужной консистенции, более жидковатой. Замечательно, по-моему, это достаточно. Кстати, лавровый лист уже можно убирать. Все, что нам нужно от лаврового листа, мы получили. Его надо просто вот так аккуратно теперь убрать. И только потом уже перед подачей можно и нужно, рекомендуется солить и перчить. То есть соль кладется в самую последнюю очередь. Что делаем и с перцем черным? Перец черный великолепно подчеркивает вкус борща и замечательно сочетается. В самую последнюю очередь мы заправляем наш борщ зеленью, чесноком. Отправляем чеснок
и отправляем зелень. Подождем буквально полминутки, даже да, это будет многовато, наверное. И можно подавать. Вот наш борщ готов. Вот так он у нас будет выглядеть. Получилось, мне кажется, очень даже аппетитно. Вот такой борщ мы вам сегодня приготовили. За 17 минут. Приятного аппетита! Второй способ приготовления борща основан на том, что пассировка суповая готовится аналогично, как в первый раз. Такая же пассировочка, лук, морковь пассируется, только без добавления свеклы, потому что мы ее добавим в конце. По желанию вы можете также добавить томат. Он не будет вам лишним, потому что просто улучшится вкус. Вот мы здесь, наверное, добавим томат, чтобы вкус был более насыщенный. Марина, можно добавлять уже, наверное, добавлять сюда пассировочку. Ага, правильно. Как и в первом случае, просто подождем, пока овощи спассерованные отдадут свой аромат, вкус в основу супа. Сейчас пассерованная морковка, лук отдадут полезные свои вещества. Они отдадут в бульон, в саму основу суповую. Закладываем лавровый лист. Картошка у нас уже готова, капуста готова, овощи у нас готовы спассерованные. Подождем, пока лаврушка отдаст свой вкус, аромат. Солим, перчим. Сейчас мы проверим на соль. Сам суп у нас, основа борщевая как бы готова. Убираем лавровый лист. Заправляем чеснок. Чеснок в борще великолепно сочетается. Но если не любите чеснок, можете не добавлять. Хотя многие все-таки предпочитают, чтобы чеснок был. Заправили зеленью. Зелень можно дополнительно еще при подаче посыпать. Главное, зелень, если добавили, нельзя ее долго передерживать. Полминуты должно быть дойти, то есть чтобы она успела только отдать свои ароматы. И вот теперь готовый борщ мы заправляем отварной свеклой, которую мы заранее отварили и натерли на терочке. Просто готовую уже свеклу. Это вот второй способ приготовления борща. Оба вида борща здесь полезные. Этот борщ такой более насыщенно-малинового цвета, потому что свекла у нас ложится в самую последнюю очередь. Она не потеряла свой цвет в процессе пассерования. Борщ, который приготовлен из этих же продуктов, только по второму способу, второй технологии. Мы аналогично тому же борщ заправляем сметанкой. Вот и приготовили мы с вами борщ из одинаковых продуктов, из одного и того же сырья, только по разной технологии. Борщ приготовлен на основе пассировки, и борщ, который тоже на основе пассировки, но просто свекла добавляется в последнюю очередь отварная. Кому какой выбрать способ, решать вам. Я считаю, что борщ он полезен в любом случае, но если есть время или желание свеклу отварить заранее, конечно, этот вариант будет более красивым результатом, полезным результатом, потому что свекла сохранила свои свойства. Но и так тоже утверждать, здесь, получается, продукты прошли пассерование. Пассерование – самый щадящий режим для овощей. В процессе пассерования овощи минимально теряют свои питательные вещества. Решать вам. А мы желаем вам приятного аппетита!